В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Испытания вакцины от коронавируса начались в России. Как чувствуют себя добровольцы? Помощь тем, кто на передовой в борьбе с COVID-19. Компании закупили медоборудование для Алекминской больницы. «Танцуй, Россия» – самобытный ролик народного ансамбля «Сюрприз» из Якутска удивил всю страну. В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Эксперимент проходит в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. 9 человек получили один компонент препарата, еще 9 другой. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения. Первый осмотр показал, что у добровольцев нет побочных реакций или осложнений. Через несколько дней после получения первых данных о безопасности и переносимости вакцины проведут иммунизацию следующей группы добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции под наблюдением медиков. Более 170 тысяч тестов на коронавирус провели в Якутии с начала пандемии в республике. Сегодня в регионе работают 11 лабораторий по выявлению COVID-19. С 1 июля введена телемедицинская система «Облачная поликлиника» для проведения онлайн-консультаций и контроля за состоянием здоровья граждан. Для удобства и в мобильное приложение «Облачная поликлиника» направляются сведения электронной медицинской карты из Центра обработки данных Минздрава Якутии. Отмечается, что за все время в лабораториях обследовано свыше 157 тысяч человек. За сутки делают более 3000 тестов. Между тем, теперь несоблюдение санитарных норм торговыми объектами приравниваются к административному правонарушению. Накануне Госсобрание Якутии внесло коррективы в пункт о чрезвычайных ситуациях в Кодекс об административных правонарушениях. Администрация торговых пунктов должна будет в обязательном порядке организовывать масочный режим, проводить дезинфицирующие мероприятия, соблюдать социальное дистанцирование. Новый закон также наделяет органы местного самоуправления правом контролировать соблюдение всех санитарных норм на местах. Именно медики сейчас на передовых рубежах борьбы с COVID-19. В этот непростой период им оказывают внимание и поддержку. В Алекминском районе, например, это делают женсоветы и другие организации. Подробности в следующем сюжете. Приближается профессиональный праздник медицинских работников. Как никогда в эти дни всем ясно – это очень ответственная и сложная работа. Свою поддержку алекминским медикам выразили работники НПС-14 и ЦРС Алекминска, вручив красивые подарочные упаковки и сопроводив это самыми добрыми словами. Разрешите поздравить вас с Днем медицинского работника. Поздравить вас, пожелать всего самого доброго, лучшего. А также поблагодарить вас за ваш нелегкий самоотверженный труд. Сотрудничеству компании «Транснефть» и районной больницы не один год. За это время наработан опыт, доверие и уважение. Профессия медицинского работника всегда пользовалась большим уважением среди населения, так как она требует большой ответственности и большого профессионализма. Кстати, в скором времени спонсорскую помощь компании можно будет оценить и в работе для больницы. Приобретается оборудование, которое купить самостоятельно оставалось мечтой. Стоимость данного договора 21 миллион. То есть в нашем учреждении будет совершенно новый, нулевой, скажем, нулевое оборудование С-дуга, которое поможет нам улучшить оказание медицинской помощи в хирургическом направлении, в травматологическом направлении. Заказали мы эндоскопическое оборудование, тоже совершенно на современном уровне. Также за счет спонсорской помощи данной организации мы ждем поставку 2 ИВЛ-аппаратов, что, конечно, станет большим подспорьем. В Алекминском районе не столь напряженная ситуация по COVID. Тем не менее, и здесь ряд работников работают изолированно от всех.
Вот и сегодня они в полном обмундировании. Лишь из окон наблюдали за приятным событием и своими коллегами. Здравствуйте, с наступающим! Елена Фаст, Алекминск. Третий по счету выпуск стартапов акселерационной программы Б8 открыл глава региона Айсен Николаев. Выступая перед участниками, руководитель республики отметил, что программа ускоренного развития инновационных проектов реализуется уже второй год подряд, и с каждым разом число ее участников растет, а география расширяется. Благодаря участию в программе такие якутские стартапы, как Видроид и Прайсбокс, нашли своих инвесторов и смогли проявить себя на рынке IT-услуг за пределами республики. Из заявленных на конкурс 73 проектов отбор прошли 12 стартапов, которые выступили перед потенциальными инвесторами, применив приобретенные компетенции и опыт подготовки успешных инновационных проектов. Мы безусловные лидеры IT-индустрии Дальнего Востока. Если раньше наша доля на рынке IT-экспорта с Дальнего Востока составляла порядка 70%, то по итогам 2019 года у нас уже доля рынка составляет 82%, объем экспорта IT-услуг из Якутии составил за прошлый год порядка 28 миллионов долларов. Конечно же, быть регионом, где существует единственный IT-парк на Дальнем Востоке, первый акселератор для стартапов в Сибири и на Дальнем Востоке, это большая возможность, но это и, конечно же, большая ответственность. 26 лесных пожаров действуют в Якутии на общей площади более 137 тысяч гектаров. По-прежнему сложная обстановка сохраняется в Среднеколымском районе, где зарегистрировано 12 лесных пожаров. Из них 9 крупных очагов в зоне контроля. За сутки по всей Якутии количество пожаров увеличилось на 6 очагов. Основная их причина – грозы, засушливая и ветреная погода. На тушение лесных пожаров привлекались 17 человек и 7 единиц техники. Гусеницы повредили хвойные деревья в Мирнинском и Сунтарском районах. В Министерство экологии региона поступила информация о том, что на территории этих районов наблюдается изменение цвета хвои и листьев. Местные жители связали это с гусеницами, похожими на шелкопряд. Образцы насекомых для определения их вида были направлены в Якутск. Оказалось, что это гусеницы пилильщик и листовертка. Как пояснили специалисты, эти вредители не несут большой ущерб, насаждения после однократной обработки не погибают и хорошо восстанавливаются. В районах, где замечены случаи опадания хвои, усилят контроль за вредителем. На портале Госуслуг Республики продолжается прием заявок на участие в распределении разрешений на добычу лимитируемых охотничьих ресурсов. Крайний срок подачи заявлений – 30 июня. Те, у кого нет учетной записи на портале Госуслуг и доступа в интернет, могут подать заявку письменно в Минэкологии региона. По результатам приема заявлений формируется список претендентов на получение разрешений. В случае, если количество заявок превышает объем установленной квоты, то проводится жеребьевка. Она осуществляется с использованием электронного генератора случайных чисел в присутствии специальной комиссии. В эти минуты глава Якутии Айсен Николаев вручает государственные награды медицинским работникам в преддверии профессионального праздника. Напомним, что День медицинского работника в России отмечается 21 июня. В зале республики награды получают 21 врач. Это специалисты самых разных направлений – хирурги, неврологи, рентгенологи, терапевты, врачи скорой помощи и многие другие. Хотелось бы отметить, что именно сейчас это как никогда важное мероприятие. В силу сложившейся эпидемиологической ситуации именно врачи и все медработники оказались на передовой борьбы с разразившейся пандемией. Также сегодня после обеда глава республики в режиме видеоконференц-связи поздравит медицинских работников, непосредственно работающих с инфекцией COVID-19. Ежемесячные выплаты приемным родителям составят 8 тысяч рублей. Правительство Якутии приняло закон об увеличении этих выплат. Так, в этом году они вырастут примерно на 10%. Размер вознаграждения увеличивается в зависимости от возраста, количества и состояния здоровья принимаемых детей. В настоящее время в Якутии 225 приемных семей и 3 патронатные, где воспитываются более 630 детей.
Минпросвещение России утвердило расписание ЕГЭ. Привычный порядок сдачи выпускных экзаменов в этом году пришлось изменить из-за пандемии коронавируса. Итак, 3 июля пройдут экзамены по географии, литературе, информатике. 6 и 7 июля экзамены по русскому языку. 10 июля по математике профильного уровня. 13 июля по истории и физике. 16 по обществознанию и химии. Иностранные языки нужно будет сдавать 22 и 23 июля, а биологию 20. Предусмотрены и резервные даты сдачи ЕГЭ. Выпускные экзамены по всем учебным предметам в Якутии начнутся в 10 часов утра по местному времени. Начался прием документов для поступающих в Арктический институт культуры и искусств. В этом году по всем направлениям из федерального бюджета выделено 173 бесплатных места. Из них 24 на очное и 49 на заочное обучение. Также из республиканского бюджета выделено 47 бесплатных мест. По сравнению с прошлым учебным годом это в 2 раза больше. Прием документов продолжится до 17 августа. При этом творческие конкурсы начнутся с 4 августа. Отмечу, что в этом году абитуриенты из Камчатки, Чукотки, Хабаровского и Красноярского краев изъявили желание поступить в Арктический институт культуры и искусств. Всего 21 направление. Народный ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» принял участие в танцевальном флешмобе «Танцуй, Россия» от Федерального агентства по делам молодежи и арт-кластера «Таврида». Акция была приурочена к празднику День России. Якутский коллектив показал самобытность северной культуры и попал в объектив федеральных телеканалов. Как ребята готовились к флешмобу в условиях изоляции, узнавал Максим Кардозу. Республика Саха-Якутия. Город Якутск. Этот самобытный ролик народного ансамбля «Сюрприз» из Якутска удивил всю Россию. Его показали по центральным телеканалам. Все это часть флешмоба «Танцуй, Россия». Его главная задача – наглядно представить многообразие и красоту регионов страны и объединить их в красочное творческое полотно. Коллективы из разных городов танцевали на фоне главных своих достопримечательностей. Нам хотелось не только показать, но и рассказать о нашем крае. И поэтому возникла идея сюжетного ролика. Мы хотели в летний жаркий день удивить всех морозной свежестью и встречей с повелителем холода Чисханом. А еще нам удалось показать замечательные красоты и города, и местности Усхотын. В режиме самоизоляции коллективу ансамбля удалось не только поучаствовать во всероссийской акции. Педагоги не давали скучать своим воспитанникам и дома. Были реализованы 10 онлайн и видеопроектов. Оценить их можно в соцсетях. Во время карантина мы попробовали новую форму занятий. У нас проходили онлайн-репетиции. Мы занимались фитнесом, классикой и растяжкой. Также мы приняли участие во многих онлайн-проектах и челленджах. Это было очень интересно и познавательно для нас, но мы очень скучаем друг к другу, по нашему залу, концертам и преподавателям. Этим летом завершился 33-й творческий сезон коллектива. И необычным стал в этом году и выпускной 2020. Традиционно он проходит на сцене, но коронавирус испортил и эти планы, зато открыл возможности для креатива онлайн. Финальный танец девушки представили в видеоформате. Все выпускницы снимали танцы, отправляли хореографам, и те говорили нам, что не так, или же поощряли нас. Это был очень хороший для нас опыт, такого никогда не было, и мне кажется, что это стал один из самых запоминающихся выпусков. Педагоги и воспитанники ансамбля «Сюрприз» с нетерпением ждут, когда их студия снова распахнет свои двери, и можно будет репетировать, выступать в офлайн формате. Также здесь ждут всех желающих, кто любит и хочет танцевать. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Якутск. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь.